Александр Сергеевич Пушкин. Евгений Онегин. Роман в стихах, глава 1. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Да, я вижу, что вы сами все прекрасно знаете, поэтому не буду долго вас мучить, а в 2 словах напомню. Онегин, добрый мой приятель, родился на берегах Невы, где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель. Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сменил. Ребенок был резов, но мил. Ребенок вырос, мальчик повзрослел. И вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как денди лондонский одет, и, наконец, увидел свет. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего ж вам больше? Свет решил, что он умен и очень мил. Но был один нюанс. Рано чувства в нем остыли. Ему наскучил света шум. Красавицы недолго были предмет его привычных дум, измены утомить успели, друзья и дружба надоели. И вот здесь мы подходим к одному очень важному моменту. Вдруг получил он в самом деле от управителя доклад, что дядя при смерти в постели и с ним проститься был бы рад. Прочтя печальное послание, Евгений тотчас на свидание, стремглав по почте поскакал и уж заранее зевал, приготовляясь денег ради на вздохи, скуку и обман, и тем я начал мой роман. Но, прилетев в деревню дяди, его нашел уж на столе, как дань, готовую земле. Сначала все к нему езжали. Но, так как с заднего крыльца обыкновенно подавали ему донского жеребца, уехал. Поступком оскорбясь таким, все дружбу прекратили с ним. Сосед наш неуч, сумасбродит, он фармазон, он пьет одно бокалом красное вино. Он дамам к ручке не подходит. Все да, да нет, не скажет дас или нет. Таков был общий глаз.
деревни в ту же пору помещик новый прискакал. По имени Владимир Ленский. с душою прямо геттингенской. Красавец. Благодарю. В полном цвете лет. Поклонник Канта. И поэт. А нет. Не, да. Богат. Хорош собою Ленский. Богат, хорош собой, Ленский. Везде был принят как жених. Таков обычай деревенский. Все дочек прочили своих за полурусского соседа. Но Ленский, не имев, конечно, охоты узы брака несть, с Онегиным желал сердечно знакомство покороче свесть. Они сошлись. Волна и камень Стихи и проза. Лед и пламень. не столь различны между собой. Сперва своей разнотой они друг другу были скучны. Секундочку. Потом понравились. Потом Потом. съезжались каждый день верхом. И вскоре стали неразлучны. Так, люди, первым каюсь я. А делать нечего, друзья. Les coquilles, fleurs de fer, frappent le l'angulaire, qui profonde, tourne grande comme une onde sur la mer. C'est magnifique. Oui. В любви, считаясь инвалидом, Онегин слушал с важным видом, как сердце исповедь любя. Поэт высказывал себя. Ах, он любил, как в наше лето уже не любят, как одна безумная душа поэта еще любить осуждена. Чуть отрок Ольгою пленен, Всегда скромна, всегда, послушна, всегда как утро. весела, Как жизнь поэта, простодушна, как поцелуй любви, нежна, мила. мила. Глаза Как небо голубые, улыбка, локоны, длинные движения, голос, легкий стан, все в Ольге. Но любой роман возьмите и найдете верно ее портрет. Он очень мил, я прежде сам его любил, но надоел он мне безмерно. Ну что ж. Позвольте мне, Пожалуйста. читатель мой, заняться старшей сестрой. Не при делах. А вам туда. Спасибо. Ее сестра звалась Татьяна. Итак, она звалась Татьяна. Ни красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной не привлекла б она очей. Куда? Дико, дико, печально,
молчалива, как лань лесная боязлива. Она в кругу семьи родной казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела. К отцу? Ни к отцу, ни к матери своей. Дитя сама в кругу детей играть и прыгать не хотела. И часто целый день одна сидела молча у окна. Ей рано нравились романы. Они заменили все. Сидеть! Пожалуйста. Она влюблялась и в обманы и Ричардсона, и Руссо. Стоять! Отец ее был добрый малый. В прошедшем веке запоздалый. Но в книгах не видал вреда. Он, не читая никогда их, почитал пустой игрушкой и не заботился о том, какой у дочки тайный том. Дремал до утра под подушкой. Ричардсон. Его жена была сама от Ричардсона без ума. Место! Пожалуйста. Она любила Ричардсона. Ну, не потому, чтобы прочла, но в старину княжна Алина, ее московская кузина, твердила часто ей о них. В ту пору был еще жених ее супруг, но поневоле. Она вздыхала по-другому, который сердцем и умом ей нравился гораздо более. Сей Грандисон был славный франт, и крок, и гвардии сержант. Как он, она была одета всегда по моде и к лицу. И не спросясь ее совета, девицу повезли к венцу. Но чтоб развеять ее горе, разумный муж уехал вскоре в свою деревню, где она... Бог знает, кем окружена. Ну, Рвалась и плакала сначала. Супругом чуть не развелась. Коко? Целовать будешь? Коко? И коку. Потом хозяйством занялась. Привыкла и довольна стала. Рядом. Куда? Дышать мне поэты. Прощай, Мигин, мне пора. Я не держу тебя. Но где ты свои проводишь вечера? У Ларин. Вот это чудно! Помилуй. И тебе не трудно там каждый вечер убивать? Немало. Не могу понять. Отселе вижу, что такое. Что такое? Во-первых, слушай, прав ли я. Простая русская семья. Гостям усердие большое. Варенье. Вечный разговор про дождь, про лен, про скотный двор. Я тут еще беды не вижу. Да скука, вот беда, мой друг. Я модный свет ваш ненавижу. Милее мне домашний круг, где я могу... Опять эклога! Да полно, милый, ради бога. Ну что, ты едешь? Очень жаль. Ах, слушай, Менский! Да нельзя ли увидеть мне Филиду эту? Предмет и мысли, и пера, и слов, и рифм. Эцетера. Представь меня. Ты шутишь? Нет. Я рад. Когда же? Да хоть сейчас они с охотой примут нас, поедем. Поедем. Поедем.
Онегин! Добрый наш приятель. Очень приятно. Очень приятно. А где Таня? 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 Татьяна! Прошу прощения, мне пора. Любовь, видать, не удалась. Брусничка потеряла власть. Там Я что хотел? Ну что ж, Онегин? Ты зеваешь? привычка Ленск. Ну скучаешь ты как-то больше. Нет, равно. А кстати, Ларина проста. Но очень милая старушка. Боюсь. Боюсь, как бы брусничная вода мне не наделала вреда. Скажи, а которая Татьяна? Да та, которая грустна. И молчаливо, как Светлана, вошла и села у окна. Поэт. А, да неужто ты влюблен в меньшую? А что? Ну, я выбрал. Я выбрал. Проиграл. Я выбрал бы другую, когда б я был как ты, поэт. В чертах у Ольги жизни нет. Точь-точь... Рафаэль? Нет, вот... А, Вандика. Вандиковой Мадонне. Кругла, красна лицом она. Как эта глупая луна на этом глупом небосклоне.
Татьяна, милая Татьяна, с тобой теперь я слезы лью. Ты в руки модного тирана уж отдала судьбу свою. Погибнешь, милая, но прежде ты в ослепительной надежде. Блаженство темное зовешь, ты негу жизни узнаешь, ты пьешь волшебный яд. Ой. Были молодыми, мы же схожи, мы же тоже и любили, и скучали, и скурили. Долго лежала одетая на кровати, разглядывала тени на свою мать, и глаза отказывались закрываться, так тело на тело влюбляться. Нервный правый глаз начинал плакать первый каждый раз. Вредный, ух ты, поля распускаю себя за петлей пикала. Лови меня, лови. Что выросло, то выросло, меня манили, вы просто скорее бы мне вырасти и вынести из хаоса себя. Любя тебя. И все только кажется, и мне как будто смажется, и буря вновь уляжется, мы сделаем друг друга сильнее, нежнее, вернее. Долго лежала одетая на кровати, разглядывала тени на свою мать, и глаза отказывались закрываться, так тело на тело влюбляется. Первый правый глаз начинал плакать первым каждый раз. Вредный, ух ты, поля распускаю себя за петлей петляла. Лови меня, лови. Лови меня, лови, лови меня, лови, лови меня, лови, лови меня, лови, лови. Любишь, что ли? Таня. Таня. Il faut dormir. Il faut dormir. Oui. Не спится. Няня, здесь так душно. Открой окно, да сядь ко мне. Что, Таня? Что с тобой? Мне скучно. Поговорим о старине. О чем же, Таня? Я, бывало, хранила в памяти немало старинных были и небылиц, про злых духов и про девиц. А
нынче все мне темно, Таня. Что знала, то забыла. Да, пришла худая череда. Зашибы. Расскажи мне, няня, про ваши старые года. Была ты влюблена тогда? Полно, Таня. В эти лета мы не слыхали про любовь. А то бы согнала со света меня покойница свекровь. Да как же ты венчалась, няня? Так, видно, Бог велел. Мой Ваня моложе был меня, мой свет. А было мне 13 лет. Недели 2 ходила сваха к моей родне. И, наконец, благословил меня отец. Я горько плакала со страху. Мне с плачем косу расплели и с пением в церковь повели. И вот ввели в семью чужую. Да ты не слушаешь меня. Ах, няня, няня, я тоскую. Мне тошно, милая моя, я плакать, я рыдать готова. Дитя мое, ты нездорова. Господь помилуй и спаси. Чего ты хочешь, попроси. Дай я вкраплю святой водой. Ты вся горишь. Няня, я не больна. Знаешь, я Влюблена. влюблена. Дитя мое, Господь с тобою. Я влюблена. Я влюблена. Я влюблена. Сердечный друг, ты нездорова. Я засыпаю. Любит. Не любит. 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 Поди, оставь меня одну. Я влюблена! Я влюблена! Любит. Не любит. 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 Je vous écris, voilà c'est tout, et je n'ai plus rien à vous dire. Maintenant, si vous pouvez m'en briser pour m'en punir. Еще предвижу затруднения родной земли, спасая честь. Я должен буду без сомнения письмо Татьяны перевесть. Она по-русски плохо знала. Журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своем родном. Итак, писала по-французски. По-французски.
Что я могу еще сказать? Теперь я знаю в вашей воле меня презрением наказать. Сначала я молчать хотела. Зачем вы посетили нас? Странно. То высшим суждено совете, то воля неба. Я твоя. Все, вся обомлела, запылала. Кончаю страшно перечесть. Но день прошел и нет ответа. Другой настал. Все нет как нет. Бледна как тень, с утра одета. Татьяна ждет. Когда же ответ? Приехал Ольгин обожатель. Скажите, где же ваш приятель? Он что-то нас совсем забыл. Сегодня быть он обещал. Да, видно, почта задержала. Соль диез си, фа диез ми. Тань, а что это значит? Я люблю вас. Соль диез си, фа диез ми. Соль диез си, фа диез ми. Вдруг топот. Кровь ее застыла. Вот скачут ближе. И на двор. Евгений. Здесь он. Здесь Евгений. О, Боже, что подумал он? Вы ко мне писали? Не отпирайтесь. Я прочел душедоверчивое признание любви, невинное излияние. Мне ваша искренность мила. Она в волнение привела давно умолкнувшее чувство. Но вас хвалить я не хочу. Я за нее вам отплачу признанием также без искусства. Примите исповедь мою, себя на суд вам отдаю. Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел, когда бы быть отцом, супругом приятный жребий повелел, когда б семейственной картины пленился, хотя бы миг единый, то верно, кроме вас одной, невесты не сыскала иной, но я несу... Но я не создан для блаженства. Ему чужда душа моя. Напрасно все ваши совершенства, их вовсе не достоин я. Я, сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тот час. Начнете плакать, ваши слезы не тронут сердца моего, а будут лишь бесить его. Таков я. И того искали вы чистой, пламенной душой, когда с такой
простотой, с таким умом ко мне писали. Мечтам и годам нет возврата. Не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата и, может быть, еще нежнее. Простите. Послушайте. Послушайте меня без гнева. Вы знаете, что мазь Вишневского названа в честь великого русского фармацевта Ивана Николаевича Мазь. Послушайте меня без гнева. Сменит не раз молодая дева мечтами, легкие мечты. Ну, так деревце свои листы меняет каждую весной. Так, видно, небом суждено, полюбите вы снова. Но учитесь властвовать собою. Не всякий вас, как я, поймет. К беде неопытность ведет. Вы согласитесь, мой читатель, что очень мило поступил с печальной Таней наш приятель. Пойду.
Пять, 6, 7, 8. И вот уже трещат морозы, и серебрятся средь полей. В глуши. Что делать в эту пору? Гулять! Деревня той порой невольно докучает взору однообразной наготой. Скакать верхом в степи суровой! Но конь, притупленной подковой, неверный зацепляя лед, того и жди, что упадет. Сиди под кровлей пустынной, читай. Вот брат, вот Вальтер Скотт. Не хочешь? Проверяй расход. Сердись или пей, вечер длинный кое-как пройдет, и завтра тоже, и славно зиму проведешь. Ну, что, соседи? Как Татьяна? Что, Ольга, резвая твоя? Налей еще мне полстакана. Довольно, милый. Вся семья здорова, кланяться велели. Ах, милый, как похорошели у Ольги плечи. Что за грудь? Что за душа? Оля, как-нибудь заедем к ним. Ты их обяжешь. А то мой друг судит, ты сам 2 раза заглянул, а там и носу не покажешь. Ай! Что? Какой же я болван! Ты к ним на той неделе звал? Я? Нет. Я? Да. Татьяна именины в субботу. Оленька и мать велели звать. И нет причины тебе на зов не приезжать. Ну, куча будет там народу и всякого такого сброду. И никого, уверен я, кто будет там. Своя семья. Поедем. Сделай одолжение. Ну, поехали. Ну, посмотри, мучается. Поехали. Согласен. А как ты мил? Боюсь, брусничная вода нам не наделала вреда. Загадывай.
Утихло все. Татьяна спит. И снится чудный сон Татьяне. Ей снится, будто бы она идет по снеговой поляне. Печальным мглой окружена. Неустойчив человек, снег забился в сапоги, и руки тянут вниз, и изо всех человечьих сил на последнем ветерке расцветают узелки, довести хоть куда-то без узла на парике, довести хоть куда-то на последнем ветерке, расцветают узелки, расцветают узелки. Сон! Не хватит глаз! Звезда его легка, как бы мне ее словить, жить, согреться угольком. Черный ветер песком, колыбельная от зимы, травы мертвые молчат, узелок за узелком, узелок за узелком, на последнем ветерке, довести хоть куда, довести хоть куда. Ну, говори скорее мне, кого ты видела во сне. Все, спокойно, это сон. Сон. Сон, все хорошо. Евгений!
нервических явлений, девичьих обмороков, слез. Давно терпеть не мог Евгений, доволен он их перенес. Чудак, попав на пир огромный, уж был сердит, но девы томной, заметив трепетный порыв, с досады взоры опустив, надулся он и, негодуя, поклялся Ленского взбесить и уж порядком отомстить. Молодое сердце искушал. Все это значило, друзья, с приятелем стреляюсь я. Евгений, ты же был неправ. Ты над любовью робкой, нежной так подшутил вечер небрежно. Ты мог бы чувства обнаружить, а не щетиниться, как зверь. Ты должен был обезоружить молодое сердце. Но теперь уж поздно. Время улетело. Зачем вечер так рано скрылись? Не правда ли? Я счастлив! Что с вами? Так. Хотела оков других, но не летела, беги.
извини. Оль, я прошу тебя, Оль, пойдем. Нет, прости. Оля! Нет. И в одиночестве жестоком еще сильнее страсть горит. И об онеге недалеком ей сердце громче говорит. Она его не будет видеть. Она должна в нем ненавидеть убийцу брата своего. Поэт погиб, но уж его никто не помнит. Уж другому его невеста отдалась. Поэта память пронеслась, как дым по небу голубому. Не влюблена она. В кого ж? Буянов сватался, отказ. Ивану Петушкову тоже. Гусар Пыхтин гостил у нас.
Как он Таней прельщался, как мелким бесом рассыпался. Я думала, пойдет. А вось. Куда? И снова дело брось. Ах, матушка, зачем же стало? В Москву на ярмарку невест. Там слышно много праздных мест. Ох, мой отец, доходу мало. Довольно для одной зимы. Не то уж дам хоть я взаймы.
не смею тревожить лиру своей, как величавая луна средь жен и дев блестит одна. С какой гордостью небесной земли касается она, как негой грудь ее полна, как томен взор ее чудесный. Неужели, Евгений, давно ты не был в свете? Постой, тебя представлю я. Да кто ж она? Жена моя. Так ты жена. Не знал я ранее. Давно ли? Около 2 лет. На ком? На Ларине. Татьяне. Ты им знаком? Я им сосед. Что с ним? В каком он странном сне? Что шевельнулось в глубине души холодной и ленивой? Досада, суетность или вновь забота юности? Одна идеальна, другая не очень, третья порочна. В целом их много, в карманах у Бога, одна недотрога, третья убога. А это нормально, а мне одиноко. Мне одиноко. Мне одиноко. Мне одиноко. Хотя что я знаю об идеалах, забыли моком, умные окна, глядя на разных, я вспоминаю, и мне ужасно одиноко. Мне одиноко. Мне одиноко! Мне одиноко! Мне одиноко! Мне одиноко! Предвижу все. Вас оскорбит печальное тайное объяснение. Какое горькое презрение вашу гордый взгляд изобразить. Чего хочу, с какой целью, открою душу вам свою. Какому злобному веселью, быть может, повод подаю. Случайно вас когда-то встретя, вас искру нежности заметя, я и поверить не посмел.
Привычки милой не дал ходу. Свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило. Несчастной жертвой Ленский пал. Ото всего, что сердцу мило, тогда и сердце оторвал. Чужой для всех, ничем не связан, я думал. Вольность и покой, замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан. Нет. Поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами. Улыбку уст, движение глаз, ловить влюбленными глазами. Молчать подолгу, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть. Вот блаженство. Боюсь, в мольбе моей смиренной увидит ваш суровый взор, затеи хитрости презренные слышу, гневный ваш укор. Когда бы вы знали, как ужасно томиться жаждой любви, пылать и разумом сейчасно смирять волнение крови, желать обнять у вас колени. Довольно. Я должна вам объясниться откровенно. Онегин, помните ли тот час, когда в саду, в аллее нас судьба свела? И так смиренно урок ваш выслушала я. Сегодня очередь моя. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, и я любила вас. И что же? Что в вашем сердце я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Не правда ли вам была не новость смиренной девочки любовь? И нынче, Боже, стынет кровь, как только вспомню взгляд холодный и эту проповедь. Но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно. Вы были правы передо мной, я благодарна всей душой. Тогда, не правда ли, в пустыне, вдали от суетной молвы, я вам не нравилась? Что ж ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому, что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата и знатна, что муж в сражениях изувечен, что нас зато ласкает двор. Не потому ли, что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь? А мне, Онегин, пышность эта, постылость жизни мишура, мои успехи в вихре света, мой модный дом и вечера, что в них? Сейчас отдать я рада всю эту ветошь маскарада, весь этот шум и блеск и гам. За полки книг, за дикий сад, за наше бедное жилище, за те места, где в первый раз, Онегин, видела я вас, за смиренное кладбище, где нынче крест и тень ветвей над бедной няней моей. А счастье было так
судьба моя уж решена. Неосторожно, быть может, поступила я. Меня слезами заклинаний молила мать для бедной Тани. Все были жребии равны, я вышла замуж. Вы должны, я вас прошу, меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю. Чему лукавить? Но я другому отдана и буду век ему верна.
исполнении... Вы можете продолжать хлопать. Заслуженного коллектива Республики Беларусь, президентского оркестра Республики Беларусь, главный дирижер Виталий Кульбаков. Режиссер-постановщик Татьяна Самбук, Москва. Композитор Дарья Горбузняк, Москва. Художник-постановщик Дарья Волкова. Хореограф Кирилл Балтруков. Свет Александр Кобзуев. Звук Юлия Пучинская. Помощник режиссера Инна Лакулина. Друзья, послушайте еще. Костюмер Ирина Безгоровайная, реквизитор Гордеевич Людмила, гример Гурова Галина, начальник столярности сахарного участка Юрий Мирончик, начальник декорационно-художественного отдела Шилов Владимир, начальник бутафорского отдела Кудашкина Наталья, швейный участок Зуркина Тамара и начальник отдела материально-технического снабжения Щугарева Марина. Машино-декорационный отдел Немчик Евгений. Спасибо.